Еўрарадыё.фм. Усім прывітання, гэта жывы эфір Еўрарадыё, Маша Калеснікава пры мікрафоне. У пасёлку Вопытны, што каля Бараўлян, 14 верасня пройдзе арт-фестываль пад назвай «Лес». І адна з арганізатарак гэтага фестывалю, Марыя Вайтовіч, сёння наша госця. Добрый дзень, Марыя. Вітаю. Слухайце, насамрэч фестываль мае мэту абараніць лес бараўлянскі, і ўвогуле лясы Беларусі. І я думаю, што многія чулі пра тое, што ў Бараўлянах зараз ідзе рэальная такая барацьба жыхароў супраць уладаў. Жыхары адстойваюць 5 гектараў лесу, так? Замест якіх мусяць пабудаваць дзіцячую паліклініку і... Не паліклініку, садок і школу. Дзіцячы садок, так, і школу. Увогуле, калі гэта ўсё пачалося? І з чаго гэта ўсё пачалося? Если позволите, немножко отреагирую вот на то, что вы сказали. Такую поправочку, вы все верно сказали, но поправочку, что мы не змагаемся супраць уладаў. То есть мы изначально, вот мы как поселок опытные и активисты, которые вот как-то на фоне всех 60-тысячных боровлян встали на защиту леса боровлянского и не только, мы изначально выбрали такой посыл, что мы не против власти змагаемся, но мы на самом деле за сохранение статуса зеленых боровлян, за вообще разумное какое-то градостроительство, потому что, многие из нас, и в частности, вот я, моя семья, проживаем в Боровлянах с 2001 года, и так сложилось, что долгие годы работали в госсфере, и очень хорошо изнутри знаем, какие решения принимаются, и что в угоду чему делается. И, в общем-то, я в свое время была врачом по гигиене детей и подростков. И вот, просто такая наболевшая тема, которая на глазах, в общем-то, разбухала. Росли наши зеленые боровляны, многоэтажками обрастали. При этом абсолютно не догонялись социальные объекты под это. Вот. И настал какой-то момент, когда приняты начали вот эти решения рубить сначала высокие красивые деревья вдоль дороги, чтобы просто, лысые такой стал, знаете, лысый въезд в Боровляны. Ладно, это так насторожило. А потом начались вырубки гектарчик, там кусочек откусили, тут откусили, потом была шумиха, но нас тогда, активистов поселка, мы еще тогда не были вместе, не были объединены этой идеей, мы были тогда еще просто жителями такими разрозненными. По-моему, в 2016 году что-то в районе улицы 40 лет Победы строили какие-то канализационные сооружения и вырубили, сделали, а оно по сей день не функционирует. И потом они плавненько подобрались дальше, глубже. Здесь у них уже сейчас фигурирует почти 5 гектаров, для точности 4,8 гектара. И прикрываясь благими намерениями, давайте будем рубіць дальше. Слухайце, але бараўлянам сапраўды, паколькі я там жыву і таксама ў курсе гэтых падзей, так, але нам сапраўды ж неабходная і школа, і дзіцячы садок, таму што 60 тысяч насельніцтва. Напрыклад, ёсць у вас нейкія думкі, дзе б маглі размясціцца гэтыя аб'екты? Да, совершенно верно. Я и сама, как мама 3 деток, и врач в прошлом по гигиене детей и подростков, мы всегда ратовали перед исполкомами всех уровней, что у нас жутко перегружены школы. Садиков это не так касалось, им легче отрегулировать количество, наполняемость групп, а что касается школ, да, они обязаны по всеобщему принимать всех и безразмерно, и понятно, они трещат, а от этого страдает вообще весь учебно-воспитательный процесс, начиная вообще от переполненности классов, невозможности там группы продленного дня, вот это ужасно, это отвратительно, это некомфортно. Я, например, своего ребенка, не хочу отдавать в такие условия, да, потому что, и учителя выгорают на этом фоне. Это жах на самом деле. Там невозможно в этих условиях вырастить нормально. Вот. Мои дети у Минске ездить в школу. Да, мы все вынуждены вообще как-то карьеру свою немножко корректировать под эту задачу, когда наши дети начинают ходить в школу. Вот. И, безусловно, меня тоже, у меня сейчас 2 дошкольника, и вот, меня тоже этот вопрос волнует. Тоже мы стояли в очереди достаточно долго, чтобы попасть и так далее. Но мы же
вникали, мы же понимали, мы видели карту, мы изучили историю вопроса, что было на протяжении последних вот этих генпланов, которые изначально рисуют красиво. Потом очень легко места для садиков и школ были отведены. Это вот история вопроса мы отследили с 2008 года, и, может быть, даже и ранее могу ошибаться, когда вот здесь было место для детского сада, а сегодня там 3 коттеджа. Один из них коттедж бывшего председателя сельского совета. Потом еще тут было место под некое социальное учреждение. Опачки, там торговый центр. Да, конечно, нам нужны торговые центры, но, понимаете, да, о чем речь? То есть мы потом начинаем разменивать игровые площадки, детские сады на коммерческое жилье, на торговые центры и так далее, и так далее. Но даже хорошо, остановились. Это было в прошлом. В том году, в 2017 году, когда вот мы начали объединяться на тему защиты леса и, в принципе, давайте включать головы, когда прописываем все эти планы и генпланы, мы вникали, безусловно, мы вникали. И мы открыли карту. И есть возможности. Тот же Зеленый Бор располагает возможностью там сделать пристройку. И этот вопрос уже обсуждался к школе. Вот существующая там Боровлянская школа рядышком с Зеленым Бором, с очень насыщенным кварталом людьми. Там нашли, просчитали. У нас же тоже люди живут не глупые. Мы привлекали, как инициатива людей, которые владеют вот этими ТКП, санпинами и вот всеми этими документами. И мы нашли места. И вообще зачем далеко ходить? Вот этот пятачок леса, 5 гектаров, рядом поле, огромное поле, раза в 3 превышающее вот это место, оно свободно. Оно свободно. Почему тогда уже не сделать вот тут вот этот социальный уголок? Я понимаю, что нынешним властям, я прекрасно понимаю местный уровень власти на сегодняшний день. Они пришли, и им надо разгребать то, что было сделано далеко за них, потому что, по-моему, году в 2001 в Боровлянах было что-то около 10 тысяч населения. Я прекрасно помню, вот мы как раз вселились в этот район тогда, нас распределили отрабатывать. Вот. И на глазах боровляны выросли до 60 тысяч. В город. Фактически в город и фактически в спальник. Фактически мы тянем по количеству населения на областной город. При этом мы же не имеем ледовых дворцов, которые есть уже даже в районных центрах. С инфраструктурой у нас ничего, проблемы. ни для досуга, ни для детей, ни поликлиника. То есть тут ряд вопросов. И более того, дорожные связи, связующие эти, они вообще не продуманы. Насамрэч, вось я живу ў Зеленым Бары, у мяне кухня і в акно выходзіць вось прямо на лес, і у нас там заказнік Прылепскі, і так мы таксама баімся, што аднойчы гэтага лесу не стане, таму што натуральна, што ходзяць такія чуткі, што маўляў, вось тут будзе новы гандлёвы цэнтр, там будзе тое-сёе. І сапраўды вось гэта вялікая праблема. І я так разумею, што вы вось ладзіце фестываль, каб яшчэ раз прыцягнуць увагу менавіта да бараўлянскай праблемы перш за ўсё. На самом деле, не то чтобы мы исчерпали ресурс, мы не исчерпали ресурс, но все сложнее и сложнее уже привлечь внимание, органы власти, скажем так, прямо, вот какой-нибудь, знаете, такой идет диссонанс, например. Вот так совпало, что в 2017 году, когда вот взбудоражились мы вот этим общественным обсуждением генплана, на тот момент как-то в унисон наши внутренние волнения, немножко выходящие вовне, совпали со словами того же нашего президента, который, в общем-то, чиновникам говорил: прекратите, тогда же и Смоловка начала возникать, и в Гомеле вопросы, и там эти вопросы были не единичные, это как-то уже системный такой вот был момент, да, и при этом руководство страны, высшее его звено говорят: народ, чиновники, прекратите раздражать жителей. То есть вообще ровно в унисон с тем, что действительно волновало нас и волновало людей по другим регионам, связанным там с вырубкой парковых зон и так далее. Вот. И при этом сельский совет, даже районный совет, мы их понимаем. Понятно, что это не их уровня решения, вот эти все генпланы. И вот где-то между высшим звеном и не низшим звеном, а вот районным сельским звеном что-то происходит. Мы не знаем, что там происходит, но из этого звена
отписки, отмашки, то есть, ну, вот просто. И вот за эти 2 года, ну, мы куда только не писали, что только не делали, мы собрали просто для изучения, скажем так, общественного мнения 6,5 тысяч, ну, на раз-два, 6,5 тысяч подписей на раз-два мы собрали. Это у оборону лесу, так? У оборону леса. Там у нас, ну, буквально в шапке вот этого подписного листа, что мы за то, чтобы строились сады и школы, мы этого очень хотим, но не не ценой вырубки леса, потому что есть еще места, и они есть, и их достаточно много. Вот. И вот эти 2 года, и вот эти подписи, вот это все отмашки, отмашки, отмашки. И вот вообще неаргументированные ответы. Ну, в общем, на самом деле очень много вопросов по поводу, каким образом строится работа с обращениями граждан вот в этих структурах. Вот. И вот сейчас такой период, что нам все ответили, что, извините, переписка с вами. Який саме вищий орган, до якого ви зверталися? Ну, я, конечно, не говорю про те видеообращения и к президенту. Я уж не знаю, доходит ли до президента наши видеообращения, потому что, ну, достучаться до, ну, таких порталов, которые это озвучат, ну, сложновато. У нас, может быть, таких ресурсов нету. А делать как-то будоражить народ какими-то там бунтарскими действиями, знаете, какой-то войной, мы тоже не есть наша цель вот таким образом привлекать внимание к проблеме. Мы старались действовать законными способами. Но было здесь и администрация президента, было здесь и, ну, я уже не говорю про Миноблсполком, министерство, все там смежные, лесного хозяйства, природы и охранных ресурсов. Спасибо, что вы обеспокоены этой проблемой. И оно пошло вниз. И, ну, вниз спускаются, а снизу уже идут отписки. То есть уровень облсполкома, а там отписки, отписки, отписки. Абсолютно, причем, ну, такой какой-то зачастую не связанный текст, не аргументированный. Вот. И теперь что вы будете робить? У нас есть идеи и теперь, но на самом деле вот этот фестиваль, мы им хотим показать, что мы все еще верим в то, что разум когда-нибудь победит, да? Мы все еще верим в то, что мы можем все вместе договориться, что никто никого ничего вообще не делит, никто не сражается за свой вид из окна. Но, пожалуйста, прислушайтесь к нашим доводам. Пожалуйста, вот побудьте на этом празднике вместе с нами, оцените хараство природы, скажем так, потому что нам были, знаете, такие, ну, это просто циничные высказывания, что за какой-то там клочок леса, ну, понимаете, 5 гектаров, это какой-то клочок, он просто вы там за вид из окна, да, и мы вам оставим максимальное озеленение вот на этих детских садах и школах, из 2200 там с чем-то деревьев, мы сохраним вам что-то там порядка 165, я могу путаться в цифрах, ну, понимаете, то есть, и как, ребята, вы потом построите школу, здесь будете говорить, переносить макулатуру, здесь будете делать какие-то компенсационные зеленые высадки, когда вы только что просто знищите 5 гектаров векового, ну, пусть там 60, 70, 80 оценивали лет этому лесу, и он здоровый. Страну вообще везде, да, короед губит наши леса, а тут мы вот такие молодцы, будем сами рубить. Вот, так вот, мероприятие мирное. Мы там не предполагаем никаких провокаций. Мы туда рады и приглашаем людей из, ну, всех боровлян. Просто чтобы, на самом деле, никогда еще в Боровлянах не было мероприятия, условно говоря, на лоне природы. Вот. И просто чтобы люди, ну, может быть, осознали, что происходит и чего на самом деле нас лишают. И эта проблема, вот как вы говорите, зеленый бор и за окном лес, но это сегодня. Мы на нашем примере убедились в том, что очень легко могут быть все статусы заказников, охранных зон. Очень легко найти в наших всяких инструкциях и методических пособиях основания, чтобы эти все статусы менять как в одну сторону, так и в другую. Потому что 2 года того, что лес еще не вырублен, это было благодаря и нашей переписке в том числе. Но тут такой, знаете, вопиющий факт. Природа вот сама воззапила, когда вообще в этом лесочке стали обнаруживаться, ну вот мы обнаруживали сначала так вот жителями, потом привлекали специалистов, ботаников, биологов, начали обнаруживаться краснокнижные растения, начали обнаруживаться насекомые, которые тоже кое-что говорили о значимости этого лесного массива. И это, в общем-то, и задержало вырубку. Это вот 2 года, когда власти искали
возможность избавиться от этих объектов, которые мешают вырубать лес. Марія, мы працягнем нашу гутарку літаральна пасля навінаў на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі. Еўрарадыё. Гэта толькі актуальная інфармацыя, аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці. Мы першае рок-радыё Беларусі. Мы 24 гадзіны ў інтэрнэце і на спадарожніках. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Еўрарадыё. Навіны наша справа. Пры мікрафоне Роман Устінаў каротка пра асноўныя падзеі. Цяперашнюю перадвыбарчую барацьбу Александр Лукашенко лічыць вакханаліяй. Такая характарыстыка прагучала ад яго падчас вырашэння кадравых пытанняў 12 верасня. Кіраўнік краіны заявіў, што увага да некаторых прэтэндэнтаў на дэпутацкае крэсла – гэта удары непасрэдна па ім. Прычым удары незаслужаныя, непрыстойныя і несумленныя. Можна меркаваць, што гэтая рэпліка была выкліканая увагай кандыдатуры Марыі Васілевіч, міс Беларусь 2018, якую неаднаразова бачылі ў кампаніі Лукашэнкі. Яна хоча балатавацца ў палату прадстаўнікоў па мінскай выбарчай акрузе. На сёлетніх парламенцкіх выбарах назіральнікам не будуць паказваць кожны бюлетэнь. Пра гэта на прэс-канферэнцыі заявіла старшыня цэнтра выбаркама Лідія Ярмошына. Па яе словах, каб змяніць цяперашнюю працэдуру, неабходна ўнесці адпаведныя змены ў выбарчае заканадаўства. Аднак зрабіць гэта да выбараў, прызначаных на 17 лістапада, ужо немагчыма. Таксама Ярмошына паведаміла, што на выбары плануюць прыехаць 30 доўгатэрміновых і 400 кароткатэрміновых назіральнікаў ад АБСЕ. Ад СНД прыедуць 30 чалавек. Дар'я Домрачева і Уля Эйнар Бьёрндален будуць рыхтаваць зборную Кітая да зімовых гульняў 2022 года, якія пройдуць у Пекіне. Зорная сям'я біятланістаў падпісала адпаведны кантракт з Нацыянальным алімпійскім камітэтам Кітая. Пра гэта пры службе Нацыянальнага алімпійскага камітэта Беларусі распавяла сама Домрачева. Такім чынам, 8-разовы алімпійскі чэмпіён Бьёрндален стаў галоўным трэнерам зборнай Кітая, а наша суайчынніца будзе рыхтаваць жаночую каманду. Роман Устінаў, служба інфармацыі, Еўрарадыё. Еўрарадыё.фм. Працягваем жывы эфір Еўрарадыё. Сёння мы размаўляем пра арт-фестываль «Лес», які адбудзецца 14 верасня у пасёлку Вопытны, гэта каля Бараўлянаў, і арганізатаркі фестывалю Марыя Вайтовіч і Ірына Штыркіна. Сёння нашыя госці. Ірына да нас толькі што далучылася. Слухайце, давайце пагутарым, уласна, і пра сам фестываль. Я так разумею, што ён будзе адбывацца цэлы дзень. Правильно? І вось што там будзе цікавага, чым ён будзе адметны і чаму ўсе жыхары Бараўлянаў мусяць туды прыйсці? На самом деле, вот если вы видели или еще увидите наши афишки, ну, программка у нас очень насыщенная, и главная цель, чтобы там людям было хорошо и комфортно, всем возрастным категориям, но прежде всего вот нашим семьям, мамам, деткам, папам, чтобы всем нам вместе было очень хорошо и комфортно вот на лоне природы. И в программе вот мы заявляем, почему арт, почему вот этот момент, да, у нас в числе наших жителей есть вот, в общем-то, люди, которые весьма в сфере искусства не последними занимают место, и возникла идея соорудить такой арт-объект, например, в процессе мероприятия, когда мы всем миром по веточке вложим, ну, по веточке лес при этом не будет загублен, то есть это хворост, который просто валяется под ногами, вот, по веточке каждый сможет сделать такой вклад в сооружение арт-объекта, такая арка, такой вход вот в этот лесной массив, возле которого мы будем встречаться и проводить хорошо вместе время. Кроме того, там параллельно будут выставлены работы вот нашей землячки именитой, фотографа Марины Батюковой. Также будет выставка, причем работы, часть ее работ именно выполнена в лесу, то есть выстава Рызомы, Петрокор. Вот мы будем из этих ее работ брать работы. Вот. Далее еще будет выставка вытинанки, белорусской вытинанки, Нина Соколова
Малого Кубай будет представлять вот свои работы и будет мастер-классы проводить на эту тему. Много разных мастер-классов на самом деле будет. Будет концертная музыкальная программа, будут игры, будут конкурсы, будут призы и будет главный приз. Будут у нас какой-то ремесленники местные смогут представить свою продукцию и, может быть, накормить тех, кто придет на мероприятие. На самом деле, вот, может, что-то не перечислила, но очень-очень насыщенная программа, и на самом деле мы заявили время с 13 до 21, до потемнения. Вот. А сегодня стоит вопрос, чтобы немножечко даже расширить рамки и сделать его, может быть, с 12, а может быть и с 11, потому что изначально согласование власти у нас именно на этот промежуток времени с 11 до 21, и мы близки к тому, чтобы эти временные рамки расширить, потому что очень-очень много желающих принять участие, и на самом деле так много талантливых людей живет вот на нашей Боровлянской земле, о которых мы до сих пор даже и не знали, и они готовы и хотят, и мы очень рады были бы принять их и на нашей сцене, и в числе, вот в других активностях, чтобы они проявили себя. Чиновников запросили? Да, безусловно, если опять-таки посмотреть на нашу афишу, у нас в партнерстве наш самый близкий к нам уровень власти — это наш Боровлянский сельский совет, и надо отдать им должное, они взяли на себя такую смелость, несмотря ни на что, разрешить нам проведение этого мероприятия, они доверили нам это мероприятие, они волнуются, я думаю, не меньше нашего по поводу того, как и что будет, вот, и, конечно же, мы как минимум сельский совет мы приглашаем, и мы оговорили, и мы дадим им микрофон, если они будут готовы выступить. Конечно, и как минимум их, как наших жителей, тоже боровлянских, мы с радостью будем встречать, развлекать. Вот. Нешта нейкія лекцыі пра лес, вось менавіта пра неабходнасць адстаяць гэты кавалак у вас там будзе, не? Вось менавіта такая некая частка. Мы пообещали быть политкорректными, вот, поэтому это у нас такая очень болячка болючая, но мы договорились, что мы не будем обострять на этом празднике эти вопросы. Пускай это будет просто наш праздник, поселковый праздник, который просто выйдет за рамки маленького поселка, а соберет людей с больших Боровлян. А тема леса, она будет всегда, она, к сожалению, тянется давно, и я так думаю, что не закончится. Но именно этот день мы решили оставить все такие наши острые конфликты, и мы будем просто отдыхать и наслаждаться свежим воздухом у леса. Як вы рэкламавалі мерапрыемства? То бок трэба ж все, каб все бараўляны прыйшлі на яго. Мы начинаем активно с социальных сетей, то, что сейчас как бы всем нам в помощь. Плюс мы изготовили собственноручно такие в стиле наших указателей улиц с символами белорусскими на белом фоне, красные символы, символизирующие житё. Такие, как бы поддоны использовали, белый цвет и красный этот, и разместили там, вот и в Зеленом Бору, и возле районной поликлиники, в таких значимых местах, где много людей, такие стенды разместили с нашей рекламой. Вот. Плюс мы делали рассылку по средствам массовой информации с запрошениями, с приглашениями и на уровне личных контактов, конечно. Слушайте, самое классное радио, сарафанное радио, это мамочки на площадке, которым можно дать любую информацию, и она очень быстренько распространится по нашему району, что, в принципе, мы сразу же и сделали. Расклеили объявления. Теперь, куда бы я сейчас в ближайшее время не приходила по вопросам, которые возникают на территории Боровлян, я везде всех сразу же приглашаю на наш праздник. Люди откликаются, потому что, в первую очередь, наверное, последние летние деньки хочется провести с пользой для себя и для своей семьи. И таких праздников у нас в районе мало. В основном все праздники проходят в городе. В Минском районе недостаточно, наверное, таких фестов. Вот мы решили попробовать в этом году. Если, дай бог, все сложится, так как хотя бы там 50% из всего того, что мы придумали, то мы, может быть, рискнем и на следующий год. Вот. Поэтому
Поэтому хотим заложить традицию такую для нашего района. Люди, по крайней мере, с теми, с кем я общаюсь, все радуются, что у нас есть такая возможность пообщаться, отдохнуть, выгулить семью, так скажем. Поэтому будем пробовать. И в Да. этом году, и в следующем. А отклик приходит вот даже просто друзья, знакомые из каких-нибудь, знаете, каменногорских чатов мамочек, показывают, как там гуляют наши афиши и как там обсуждают это мероприятие и даже рассматривают вариант. Вот мамы с детьми, которым на городские мероприятия, немножко страшно идти, потому что там много-много людей и, есть определенные опасности, рассматривают вариант приехать к нам. Вот, и мы очень надеемся всех вместить. До речі, про музичну програму я гляжу, що у вас тут і, наприклад, Бараўлянская крынічка, так? Это ж... Так, это наш Да. такой... Это ж- И Татьяна Булавицкая, Татьяна Это наша Булавкина, это местная, её, да. это её Ага. такой Талант. Ну, никнейм. гэта вось крынічка, это нават при Доме культуры, так? Да, у нас с ними уже давняя традиция. В 17 году мы, такой у нас была первая проба пера, мы делали праздник поселка, приуроченный к Рождеству. Зимой он был в холодных условиях, мы там пригнали грузовик, и он был у нас сценой, там колонки подоставали с дворов. У нас такой был маленький первый опыт. Елочку поставили, там какое-то что-то Деды Морозы, Снегурочки. И вот Бараўлянская крыничка, они просто на ура. Они на самом деле очень красиво все это исполняют. Но они же заслуженные. У меня дочка была в свое время в этой Бараўлянской крыничке, поэтому с художественным руководителем, с Алиной Григорьевной, у нас очень хорошие давние отношения, и они очень открыты обслуживать, условно говоря, эти мероприятия, и они просто очень украшают эти мероприятия. У них очень хороший интерактив идет с публикой, хороводы и песни. Они, очень талантливая группа, и им уже много лет, недавно, по-моему, они 25-летие свое отпраздновали. Вот, поэтому, да, они очень украшают, и мы очень рады их приглашать. к І нам. Александр Патлі живе в Бараўлянах. Нет. У нас есть приглашенные гости, да, у нас тут мы немножко шире, круг друзей, скажем так, решили привлечь, условно говоря, друзей. Это те люди, которые просто нас, с нами поддерживают идейно, там, душевно, духовно, и это люди, которые с нами, то есть мы показываем, что мы это не только вот мы здесь, но нас больше, нас много таких людей, которые, за такие ценности готовы быть вместе. Калі фестываль пройдзе паспяхова, удала, вы думаеце, вось все ж змогуць чыноўнікі задумацца наконт таго, што раз так шмат людзей падтрымліваюць лес, дык можа сапраўды ўзяць і адмовіцца ад генплану, пераглядзець яго, перапісаць. І ўвогуле ёсць у вас спадзеў, што гэта здарыцца, таму што я, напрыклад, ведаю прэцэдэнт. Гэта было, здаецца, год таму у двары на вуліцы, так, каля Камароўкі на Кульман. Там такі цудоўны двор быў, у гэтым двары жылі батанікі, акадэмікі, Максім Всю жизнь Танк. высаживали. Яны высаджвалі гэта там адмысловы грунт, карацей, вось все, што тычыцца, і сапраўды это цэнтр горада, вялікі доўгі дом і здаровы гэты двор, весь зялёны, там вельмі было шмат дрэваў, і раптам таксама ЖКХ, бульдозеры, трэба было новы асфальт пакласці, новыя пляцоўкі для мусорных бакаў таксама зрабіць. І рэальна жыхары проста выйшлі, яны стаялі дзень і ноч, яны клаліся пад бульдозер, і яны хацелі адстаяць гэты двор, таму што яны нарадзіліся ў гэтым двары, яны самі там у дзяцінстве ў піянерах садзілі гэтыя дрэвы, так, і у выніку я сама таемна прысутнічала на паседжанні ў ЖКХ, і ў выніку ўсё ж яны проста спынілі гэтае будаўніцтва, то бок пакінулі тое, што ўжо зрабілі, вось, і больш не вырубалі дрэвы, хаця, канешне, там штук 60 дрэваў ўсё ж знішчылі. Але, проста ёсць прэцэдэнты, якія гавораць пра тое, што грамадская думка і грамадскія, такія нейкія спакойныя дзеянні, яны могуць мець плён. Да. Мы, безусловно, если бы в нас не было веры в то, что мы это все-таки отстоим, вера — это то, что движет нами, да, то есть иначе у нас опустились бы давно руки. А мы видим вот эти звоночки вот от природы, да, вот эти лилии наши, Боросы Шнейдера, воробьиные сычи, которые у нас находятся, понимаете, да, у нас много цен. У вас орнитологи живут? Як вы высветлили, что это воробьиные сычи? Фотографировали, Google в помощь, и потом, да, спрашивали, но они у нас находились во дворе, а не в лесу, скажем
скажем так. То есть, ну, у жителей уже, ну, откуда-то же они там Ну да. Ну, появились. я живу сама прям возле леса, он потом чудненько пел мне ночью Вот. своим зычным голосом, да. потому что я потом искала по голосам птиц, выискивала, кто же у меня тут поселился такой интересный. Просто вот он Да. из двора переехал к нам в лес. Да. На самом деле сейчас такой период, наверное, не только у нас в Бровлянах, а вообще в Беларуси, когда люди начинают понимать, что только благодаря тому, что они будут вместе, что-то можно решать. К сожалению, власть, наверное, так просто нас поодиночке не услышит никого. А когда мы зычным голосом начнем заявлять о своих желаниях, то, наверное, будут поворачиваться к нам лицом. Примеры уже есть, я не буду перечислять, у нас это очень муссируется на всех сайтах, но из-за того, что примеры эти стали появляться, вдохновление и у нас появляется, конечно, и мы пытаемся организовать какие-то группы, с которыми мы можем заявлять о своих желаниях. Поэтому, ну, очень хочется, чтобы власть все-таки услышала и начала поворачиваться в нашу сторону. Это, наверное, наша главная задача на сегодняшний день. Так аккуратненько, интеллигентненько, незамысловато вот помахать им ручкой и сказать, что мы тут. Вот. И нас много. Да, и нас много, поэтому приходите на арт-фестиваль «Лес», Да. поселок И Опытный. надеемся, что до бульдозеров дело не дойдет, потому что нас много. І ми вместе. Дякую вам вялікі, што завіталі да нас. Я нагадаю, што 14 верасня у пасёлку Вопытны, гэта каля Бараўлян. Вы просто можете локацию назвать? Локацию, Где ориентиры. шукать? Так, ориентиры. Если это громадским транспортом, то автобусы от метро Московская или от Якуба Колоса маршрутки 9, от метро Московская 115 145 до остановки Дитячий онкологичный центр и идти вдоль забора до детской деревни СОС. Не Истоки, а детская деревня СОС. И прямо к этому лесу нашему вы придете. Если по навигатору, поселок Опытный, улица Строителей, 23, ориентир. У 11, Навигатор. у 12, у 13? Размышляем, вообще пока 13, но вполне возможно для мамочек с маленькими детками уже хорошо будет там в 11. Што ж, жадаю, каб усё атрымалася. Дякую. Марыя Вайтовіч, Ірына Штыркіна. Сёння нашыя госці, арганізатаркі арт-фестываля «Лес». Далучайцеся таксама. Усяго найлепшага. Еврорадио.FM